Здравствуйте, ребята! Меня зовут Евгения Владимировна. Я проведу урок русского языка в 4 классе. Тема нашего урока – грамматические признаки имени существительного. Пусть девизом нашего урока станут слова. В мире много интересного, нам порою неизвестного. Миру знаний нет предела, так скорей, друзья, за дело. Сегодня на уроке вы систематизируете знания о существительном, отработаете умение определять грамматические признаки имени существительного, продолжите развивать орфографическую зоркость, память, мышление, внимание, устную и письменную речь. Наша речь состоит из слов. Все слова в русском языке являются какой-либо частью речи. Заглянем в страну речь. Она поделена на части, каждая из которых имеет свое собственное название имя. Назовем эти части речи. Имя существительное, глагол, прилагательное и местоимение. О какой части страны речь мы будем говорить сегодня, вы узнаете, отгадав загадку. Давно живу я в мире этом, даю название предметам. Это имя существительное. Давайте дадим определение имени существительному. Имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто» или «что». Имя существительное, как часть речи, очень древнее. Оно появилось в речи наших далеких предков первым. И сейчас в общении имя существительное употребляется чаще остальных частей речи. Для правильного употребления их в устной и письменной речи нам поможет знание грамматических признаков этой части речи. Как вы понимаете словосочетание «грамматические признаки»? Грамматика – наука об изменении слов, о соединении слов в предложении. Сегодня на уроке мы вспомним с вами грамматические признаки имени существительного. Постоянные признаки – это одушевленные и неодушевленные предметы, собственные нарицательные и род, изменяющиеся число и падеж. Первый грамматический признак имени существительного – это одушевленность и неодушевленность существительных. Запомни, одушевленные имена существительные обозначают людей и животных и отвечают на вопрос «кто?». Например, «кто?» – бабочка, «кто?» – ежик. Неодушевленные отвечают на вопрос «что?» и обозначают все остальные имена существительные. Например, «что?» – домик, «что?» – кораблик. Давайте посмотрим на экран и распределим предметы в два столбика. В первый мы отнесем одушевленные предметы, во второй – неодушевленные. Что? Стул. Это неодушевленный предмет. Что? Мяч. Кто? Лягушка. Одушевленный предмет. Что? Банан. Неодушевленный. Кто? Медведь. Запишем в первый столбик. Что? Часы. Неодушевленный предмет. Кто? Мальчик. Одушевленное существительное. Что? Цветок. Неодушевленный. И последнее. Дерево. Это тоже неодушевленный предмет, потому что отвечает на вопрос «что?». Второй признак имен существительных – собственные и нарицательные. К собственным именам существительных мы отнесем имена, фамилии, отчества людей, клички животных, названия городов, рек, озер, стран, морей, океанов и улиц, названия книг, газет, журналов, литературных произведений, мультфильмов и кинофильмов. Эти слова пишутся с большой буквы. Нарицательные имена существительные – это предметы, которые не являются единичными и пишутся со строчной буквы. Давайте распределим слова в два столбика. В первый столбик мы отнесем имена собственные, во второй – нарицательные. Город – это нарицательное существительное. Бишкек – имя собственное, напишем с большой буквы.
Кто? Собака, нарицательное. Шарик – это кличка животного, это имя собственное. Что? Река? Нарын, нарицательное. Нарын – имя собственное, напишем с большой буквы. Имя Марина – имя собственное, а слово сестра – нарицательное. Давайте применим наши знания и найдем ошибку в стихотворении. Все Тимошку, вратаря, за игру благодарят. Брать опасные мечи он и Рекса приучил. Конечно же, слово Тимошка нужно написать с большой буквы, потому что это имя мальчика. Кличку собаки Рекс мы тоже напишем с большой буквы. Третий признак имени существительного. Имена существительные изменяются по числам. Единственное и множественное число. Если обозначает один предмет, это единственное число. Если много предметов, это множественное число. Имена существительные, обозначающие один предмет, находятся в единственном числе. Например, рыбка. Имена существительные, обозначающие несколько предметов, находятся во множественном числе. Кто? Рыбки. Еще приведем примеры. Единственное число – птица, множественное – птицы. Единственное число – звезда, во множественном числе – звезды. Единственное число – яблоко, во множественном числе – яблоки. Существительные, составляющие парные, составные предметы и явления употребляются только во множественном числе. Например, употребляются только во множественном числе такие слова, как ножницы, брюки, очки, грабли, щипцы, шахматы, часы и другие. Существительные, употребляемые только в единственном числе. Например, слово «земляника». Еще приведем примеры. Только в единственном числе употребляется слово доброта, молодежь, детство, железо, молоко, темнота, цемент, бегство, фарфор и другие существительные. Сделаем вывод. Для обозначения одного предмета имя существительное употребляется в единственном числе. Для обозначения двух и нескольких предметов имя существительное употребляется во множественном числе. Четвертый признак имени существительного – род. Мужской, женский и средний. Как же определить мужской род? Нам помогут вспомогательные слова. Он, мой и этот. Например, брат – он, мой костюм, мой пруд, этот конь. Чтобы определить женский род, помогут слова она, моя, это. Например, сестра – она, моя книга, моя река, кошка – это. Чтобы определить средний род, нам помогут слова оно, мое, это. Например, солнце – оно, платье – мое, озеро – мое, это окно. Окончания существительных мужского рода имеют нулевое. Например, мир, голубь. Некоторые имена существительные мужского рода оканчиваются на «а-я». Например, юноша, Коля. Существительные женского рода оканчиваются на «а-я». Например, няня, дружба могут иметь нулевое окончание. Например, степь, печь. Существительные среднего рода оканчиваются на «о-е». Например, гнездо, предание, ожерелье. Пятый признак имени существительного – это склонение. 3 склонения имен существительных. К первому склонению мы отнесем существительные женского и мужского рода с окончанием «а-я». Например, дядя, папа, поляна, земля.
Ко второму склонению относятся существительные мужского рода с нулевым окончанием и весь средний род с окончанием «е-о». Например, конь, дом, солнце, утро. К третьему склонению относятся существительные женского рода с мягким знаком на конце. Например, мышь, ночь, сирень, мать. Какой же алгоритм действий при определении склонения имени существительного? Чтобы определить склонение имени существительного, нужно сначала определить род. Затем выделить окончание существительного в именительном падеже единственного числа. По роду и по окончанию определить склонение. Например, тетрадь. Она моя. Это существительного женского рода с мягким знаком на конце. В именительном падеже единственного числа нулевое окончание. Значит, существительная тетрадь третьего склонения. Давайте еще потренируемся и определим склонение существительных слов яблоко и груша. Яблоко мы отнесем ко второму склонению, потому что яблоко оно мое, средний род, окончание о. Груша мы первое склонение, потому что груша она моя, женского рода слово, окончание а. Слово морковь третьего склонения. Морковь она моя, женский род. Окончание нулевое, оканчивается на мягкий знак. Слово букварь второго склонения. Букварь он мой. Это слово мужского рода с нулевым окончанием. Шестой, последний признак имени существительного – падежи. Сколько падежей в русском языке? Как вы знаете, ребята, в русском языке 6 падежей. Именительный падеж отвечает на вопросы «кто что?», например, сын. Родительный падеж – кого, чего, нет, сына. Дательный падеж – дать кому, чему, дать сыну. Винительный падеж – вижу кого, вижу что, вижу сына. Творительный падеж – доволен кем, чем, доволен сыном. Предложный падеж – говорить о ком, о чем, говорить о сыне. Обобщим признаки имени существительного, выполнив морфологический разбор. Сначала нужно определить часть речи, затем поставить слово в начальную форму, именительный падеж единственного числа. Определить морфологические признаки. Сначала определяем постоянные признаки, это собственное имя или нарицательное, одушевленное или неодушевленное, род и склонение. Непостоянные признаки – падеж, число. Затем определим синтаксическую роль слова в предложении. Например, вышел из леса медведь. Выполним морфологический разбор слова из леса. Из чего? Из леса. Это существительное. Начальная форма – лес. Постоянные признаки – нарицательные, неодушевленные, мужской род, второе склонение. Непостоянные признаки в родительном падеже в единственном числе. Грамматическая роль – вышел откуда из леса. Это обстоятельства. Обобщим то, что сегодня мы с вами узнали. Имя существительное – это часть речи, которая обозначает предмет и отвечает на вопросы «кто» или «что». Имена существительные изменяются по числам и падежам. Имена существительные бывают мужского, женского и среднего рода. В предложении имена существительные являются подлежащим, дополнением или обстоятельством. Закрепить знания нам поможет домашнее задание. При выполнении упражнения 358 выпишите словосочетание существительное с прилагательным. Определите род, число, падеж существительных. В упражнении 360 вы спишите текст, поставите имена существительные в нужном падеже. Выделите окончание, обозначьте склонение. Я благодарю вас за работу на уроке, желаю успехов, потому что грамоте учиться всегда пригодится. До свидания.